этот проект делался, новый спортсмен, как стартап. Свой визит в Татарстан Игорь Шувалов начал с набережных Челнов. На КАМАЗе председателю госкорпорации Web.рф презентовали электробус с ночной зарядкой. Этот экологичный вид транспорта не тратит время на электропитание в течение дня. У модели увеличена емкость батареи. Запаса хода хватает почти на 300 километров. Значит, это в течение дня можно там подпитываться и работать. Показали гостю и электромобиль «Атом» – пример современного достижения автомобилестроения и передовых IT-разработок. В прошлом году на КАМАЗе создали 13 тестовых моделей машины. Серийный выпуск ожидается в следующем году. Ваши связующие массы Горный массив, да. Посетил Игорь Шувалов и Камский индустриальный парк «Мастер». За 20 лет территория объединила 290 предприятий-резидентов. Создано 12,5 тысяч рабочих мест. Суммарный оборот всех компаний за прошлый год – 180 миллиардов рублей. ВРФ – это целая экосистема. О развитии промплощадок говорят уже в Казани на совещании Web.рф и Агентства стратегических инициатив. Как подчеркнул Раис Татарстана, благодаря проектам госкорпорации в моногородах республики появились современные промплощадки, получают поддержку крупные проекты. Так промзоны открылись в Зеленодольске, Челнах и Нижнекамске. Ну и, конечно же, большая поддержка большого проекта, который в Челнах реализован. Значит, компания «Хайер» построила промпарк. Здесь, конечно же, без поддержки ВРФ это было невозможно. Благодаря вот этим проектам создано более 18 тысяч рабочих мест. И, конечно же, компании инвестировали, в свою очередь, 56 миллиардов рублей. Идет совместная работа и в сфере образования. При поддержке госкорпорации построено 3 школы в рамках государственно-частного партнерства. Тесно сотрудничает Татарстан и с Агентством стратегических инициатив. Много внимания уделяется работе в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Татарстан регулярно входит в тройку лучших в стране. В прошлом году республика по объему инвестиций перешагнула отметку в 1 триллион рублей. Когда мы выезжаем в субъекты, встречаемся с предпринимателями, встречаемся с региональными командами. Рустам Нургалиевич с самого основания Агентства стратегических инициатив входит в состав наблюдательного совета. И, конечно, все вот первые проекты, и так до сих пор происходят, да, все инициативы, которые вырастают на федеральном уровне, они разрабатываются, безусловно, с его участием, с участием команды, с опытом команды Татарстана. В рамках совещания прозвучали доклады о перспективах развития городских территорий. Поделились опытом республики в части сохранения объектов культурного наследия и успешного развития брендов Татарстана. Как отметил Игорь Шувалов, за последние 30 лет руководство республики сделало регион одним из сильнейших в стране. И будущий саммит стран БРИКС в Татарстане подтверждает это. Мы будем готовы взяться за любой проект, который поддерживает бизнес республики, руководство республики. И я считаю, что здесь нет никаких ограничений абсолютно. Будет это социальная сфера, либо это будет промышленная или сфера услуг. По всем направлениям я ожидаю здесь успеха. Главное, чтобы проект был окупаем, реализуем. Все презентованные проекты представят на наблюдательном совете президенту страны. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны, Казань.